Клименту Егоровичу подготовиться депутату Мухтарову. Уважаемый председатель, уважаемые народные депутаты, экология и экономика неразрывно связаны. Не может быть охраны природы без рационального использования ее природных ресурсов. Экологические проблемы не рождаются сами по себе. Они следствие нашей технической экологической малограмотности, еще больше бесхозяйственности и безответственности. Мы долгое время до небес превозносили, пели оды по покорителям природы. Практически мало что сделали по ее восстановлению. В результате этого, в частности, в Якутии, складывается чрезвычайно серьезная, угрожающая экологическая ситуация, а в одном из густонаселенных регионов по бассейну реки Вилюй ситуация находится в критическом состоянии. Вот уже более 30 лет население 5 крупных сельскохозяйственных районов и некоторых населенных пунктов промышленного Мирного испытывают на себе отрицательные воздействия предприятий алмазодобывающей промышленности и Вилюйского водохранилища. Ежегодный сброс воды, сброс в реку Вилюй высокоминерализованных вод, содержащих опасных загрязняющих компонентов, особенно ионов хлора и натрия, а также производственных стоков алмазообогатительных фабрик, использующих в технологическом процессе высокотоксичные вещества, составляют свыше 10 миллионов кубических метров. Между тем, река Вилюй является единственным источником питьевой воды многочисленных прибрежных поселков. Строительство Вилюйской гидроэлектростанции значительно усугубило экологическую ситуацию в регионе в связи с затоплением лесов в Вилюйском водохранилище. Без лесосвода и лесоочистки концентрация фенола в бассейне реки Вилюй значительно во многих местах неоднократно превышает допустимые нормы. В результате некогда богатая ценными породами рыб река Вилюй сегодня несет свои воды практически без них. Изменение климатических условий региона в связи со строительством водохранилища стали главным фактором резкого снижения урожайности всех возделываемых сельскохозяйственных культур и природных угодий. В этом регионе полностью ликвидирована традиционная отрасль народов севера оленеводства. Стала невозможной зимняя пасьба оленей вследствие регулярных гололедиц. По данным органов здравоохранения, только в одном Сунтарском районе, расположенном в верховьях реки Вилюй в непосредственной близости от гидроэлектростанции и алмазодобывающего комплекса, за последние 25 лет заболеваемость населения повысилась по органам дыхания 5,5 раз, по желудочно-кишечному тракту 5,2 раза, по болезням печени почти в 3 раза. Неоднократно повысилось число онкологических заболеваний. За этот период средний возраст населения снизился на 3 года. В свое время в смете строительства Вилюйской гидроэлектростанции были заложены средства на компенсирующее меры населения и формирует резко негативное отношение к гидроэнергетике в условиях Крайнего Севера. Необходимо принять меры по оздоровлению экологической ситуации на юго-западном регионе Якутии, решить вопрос обеспечения населенных пунктов бассейна реки Вилюй доброкачественной питьевой водой за счет изыскания подземных источников питьевой воды, строительство очистных сооружений в населенных пунктах вдоль реки Вилюй, приостановить сброс промышленных и других сточных вод. Основные виновники ущерба Министерства Минэнерго СССР и Союз Алмаз-Золото должны принять меры по возмещению ущерба, то есть компенсации. Новую волну недовольства населения республики вызвало одностороннее ведомственное решение о строительстве Чирковской ГЭС, о котором сегодня Таш Монго говорил, уже 3-й по количеству на реке Вилюй, Адычанской гидроэлектростанции на полюсе холода в Верхоянском районе. Ширится движение в защиту реки Колыма, уникального уголка земной природы, место обитания малочисленных народов, у которых матушка Колыма является кормилицей. Вот последствия нельзя пересказать, товарищи, но за имением времени на этот вопрос я не останавливаю.
Надо еще раз обдумать, взвесить все плюсы и минусы, искать, найти альтернативные варианты энергообеспечения. Теперь, товарищи, о подземных ядерных взрывах. Я понимаю, я разделяю беспокойство жителей Семипалатинска, но как понять подземные ядерные взрывы вне таких обустроенных полигонах? Попытка интенсифицировать разведку нефти и газа с помощью ядерных взрывов ничего практически не дали. Начиная с 1973 года на территории Якутии произведено 12 подземных ядерных взрывов. Я задал вопрос во время первой сессии Верховного Совета заместителю председателя Таша Белоусову, какой научный институт разработал технико-клиническое обоснование и дал рекомендацию по применению подземных ядерных взрывов в условиях вечной мерзлоты и какая гарантия их безопасности для окружающей среды. Конкретного ответа я тогда не получил, кроме простых перечислений произведенных взрывов. Кстати, специалисты единственного союза Института мерзлотоведения, находящегося в городе Якутске, не были поставлены даже в известность, не говоря о консультациях с ними. В науке о вечной мерзлоте известно, что в слое вечной мерзлоты всегда присутствует вода, ледяные линзы, способные оттаивать и мигрировать по подземным жилам. В них много трещин и тектонических разломов. К тому же район, где произведены 7 последних подземных взрывов, является водоразделом крупнейших рек Лены и Вилюя. Товарищи, однако, ничего практически из этих взрывов мы не получили экономической выгоды. Однако изуродована природа, нанесен серьезный урон окружающей среде. Во всех встречах с избирателями неизменный наказ добиться прекращения опасных для окружающей среды и для населения, для здоровья республики подземных ядерных взрывов в условиях вечной мерзлоты. Раньше все это являлось следствием административно-нажимного диктата со стороны руководства высшего эшелона. Согласие местных руководителей даже не спрашивали. А сегодня этого нельзя допускать. Мои избиратели, трудящиеся республики, требуют принятия дополнительных мер в местах произведенных взрывов по обеспечению полной безопасности для окружающей среды, полного прекращения подземных ядерных испытаний в условиях вечной мерзлоты под видом производственных нужд. Осудить волонтаристские действия организаторов и исполнителей этого антинародного акта, привлечь их к ответственности за содеянное. Товарищи, просим конкретного разбирательства и вмешательства экологической ситуации Якутской АСР товарища Догижиева и товарища Воронцова, ответственных в Совете министров СССР за такие дела, а также прошу учесть мои предложения в окончательной отработке проекта постановления. Спасибо за внимание.